А между тем, в Якутске объявили победителей конкурса инновационных проектов в рамках Open Innovation Startup Tour «Цифровой регион». Это крупнейшее в России мероприятие по поиску перспективных стартапов. Оно проходило на площадке первого на Дальнем Востоке IT-парка. И победителей этого конкурса, а также обладателем сертификата на сумму 300 тысяч рублей стал Николай Потапов, один из авторов проекта «Ведроид». Что это такое и почему этот «Ведроид» хотят заказать в Казахстане, об этом нам расскажет сам Николай Потапов. Николай, доброе утро. Здравствуйте. Для начала, объясните, что такое «Ведроид», вот как он выглядит и чем он отличается от робота-пылесоса. Ведроид – это ведро на колесах. Мы ребята с юмором. На самом деле это промышленный робот-уборщик, автономный промышленный роботизированный комплекс, имеющий роевое мышление и способный выполнять влажную уборку больших горизонтальных поверхностей. Проще говоря, вот есть же тележки Керхер, которые такие промышленные машинки, которые в метро, в аэропортах убирают. Вот представьте, человека нету. И вместо оператора машина автономно себя находит в пространстве, общается с себе подобными устройствами, передает в реальном времени свою задачу и проводит влажную уборку. Сейчас, помимо влажной уборки, мы еще устанавливаем новые девайсы, такие как оптическую дезинфекцию. То есть кварцевую амальгамную лампу, которая будет проводить обеззараживание. Помыли полы. Ух ты, и обеззаражили. Как здорово. Это еще не все. Помимо того, что это будет вызывать такое, приковывать себе внимание, данное устройство мы снабдили медиаоборудованием. То есть фактически это как рекламный такой промо-бот. Не промо-бот, а машина, которая еще дополнительно устанавливает экраны на передней, задней стенках и показывают какой-нибудь развлекательный ролик, либо же рекламу. Но почаще всего мы обычно пускаем... А для кого это нужно будет? Это нужно, в первую очередь, это нужно для людей, которые смотрят на людей, то есть смотрят на робота. На его работу, На его работу. И в это время они могут посмотреть рекламу. Работа очень рутинная, скучная. А за какое время он и какую площадь может убрать, допустим, один ведроид? Мы проводили экспериментальные разработки, и робот за 1 час убирал до 1000 квадратных метров. Потом приходилось перезарядку делать, и да. А, кстати, как потом заряжается? Что нужно? В сеть его включить, или батарейки? Его включаешь в сеть, ждешь определенное время, пока зарядятся аккумуляторы гелевые, и после этого проводишь обслуживание, то есть заливка чистой воды, смена грязной воды, и снова поставишь его на рабочий старт. Через полгода мы разработаем станцию обслуживания, которая будет полностью заменять эту функцию. То есть будет фактически стоять такая установка, куда будут подзаряжаться автоматически включать роботы. То есть у них заканчивается вода, наполнился бункер грязной воды, а аккумулятор разряжается, робот получает сигнал, что возвращается на базу. Приезжает, перезаряжается, уходит дальше. А как долго нужно ему заряжаться? Сутки, ночь, 1 час? На сегодняшний ему нужно на подзарядку более 2 часов. Но при станции обслуживания перезарядка будет занимать 15 минут. Там будут картриджи сменяться, как ядерная электростанция, когда такие картриджи вставляют в машину, точно такая же будет перезарядка. То есть автономная и механизированная. Хотела задать вопрос и забыла тут же, с кем вы уже заключили контракт? Наверняка уже есть. Да. Тут получилось очень смешно. Как смешно? Получилось необычно. Мы являемся резидентами технопарка Якутия, Арктического инновационного центра, и начали проходить акселерацию в Республике Казахстан, в Техгарден. Это автономный кластерный фонд. Что-то вроде Сколково внутри Казахстана. Они приехали в Якутск, пригласили нас туда, к себе, чтобы мы пришли у них и показали проект. Мы приехали в Казахстан, показали проект, все удивились. Через 3 месяца мы заключили контракт с клининговой компанией, которая хочет стать крупным поставщиком роботизированной техники на СНГ, то есть в странах СНГ, не России. Но начать хочется именно с Казахстана. Поставка 100 роботов в этом году. Они попросили сделать презентацию в международном аэропорте Нурсултана Назарбаева в городе Астана. Мы привезли туда 3 машины роботизированные, сделали демонстрацию, но в этот же день приехали ребята из Урала, предприниматели. Они подписали контракт на 200 роботов в этом году и на 400 в следующем. То есть изготовить и им поставить. И в итоге вы решили? И в итоге мы решили работать и с Казахстаном, и с Уралом. Потому что это экспортный продукт из города Якутск.
Но это здорово, да. Скажите, вот я вспомнила свой вопрос, хотела который задать. Как он будет работать? Я могу его по приложению, да, включить, или нужно подходить и кнопку нажимать там? Правильный вопрос. Первое, что необходимо задать ему траекторию уборки. Мгм. Пока что надо будет механический показ, а потом уже, да, на приложении сотового телефона. Ну, это в ближайшем будущем уже случится, да? Да. Огромное спасибо вам, Николай, за интересную такую увлекательную беседу. Всем нашим телезрителям, наверное, стало интересно, как это работает ведро. Это, наверное, все захотели дома иметь такой, да? Я точно захотела.